Сегодня я хотел бы рассказать о игровом коврике X7 Mousepad. Моделька, сейчас скажу, моделька у нас X7 300 MP. Габариты 437 на 350 на 3 миллиметра. То есть 437 это у нас ширина, 350 это высота, точнее не так. В общем, сейчас объясню. Сейчас коврик сам покажу. Вот сам коврик. Он очень большой, даже слишком большой. Я даже не ожидал, что он такой большой будет. Вот, он очень большой. Вот он, видите? У меня рука вот. Вот. Сколько руки у меня должно быть. То есть спокойно можно даже локоть уместиться. Вот так вот. Если вы поставите. Что-то у меня упало. Вот. В общем, здесь написано Afatech. Ногами, правда. Я поставил. Вот. Gaming X7. Ну так вот, сейчас скажу. 437 это вот он получается, вот эта длина, это ширина. Точнее, наоборот, что я запутался. Это ширина у нас 437. Это длина 350 и 3 миллиметра это толщина. Ну так вот, этот коврик стоит, это 350 рублей. Но я покупал за 300. То есть, если поискать, можно дешевле найти, по идее. Ну, ценовая категория у него примерно 350-400 вот так вот рублей. В общем, тем геймерам, которым нужен хороший коврик, который хорошо прилегает к столу и по которому не скрылит рука, советую покупать его. У меня раньше был вот такой вот коврик тоже, точнее он есть, вот X7 тоже, Afatech, только тут модель XL200 MP, но он как-то маленький, то есть он не очень удобный. Вот, а этот, ну сравните, допустим, сейчас покажу. Вот, сравните. Вот видите, маленький коврик. А этот, блин, это вообще не коврик, это целый палас, блин. Ну вот, с вами, так, всем спасибо, с вами был Skillet One. Извините за то, что я немного запинаюсь, я очень устал, просто пришел сейчас, ну, в общем, не в тему говорю, согласен. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Вот, и пишите в комментарии, какие видео, обзоры про технику вы бы хотели увидеть в следующем видео. Я буду их поставлять, снимать, если будет возможность. Вот, всем спасибо, ставьте лайки.